делают многие, но про это не говорят. Мы еще и поддаем, шлепаем, когда что-то не так. И вот я спрашиваю одного папу молодого, а вы, когда стукаете ребенка, вы не наклоняетесь? Ну нет, что наклоняться, он тут рядом бегает. Я говорю, а лет ему 5. Да, а вы откуда знаете? Я говорю, ну если не наклоняетесь. Потому что если 20, то надо дотягивать. Ну нет, что вот такого большого, я уже не смогу. Я говорю, а он сможет. Вы станете старым, немощным, а он большим и сильным, а мы показали пример, чего надо делать. Он, может быть, физически не будет вас постукивать, а морально иногда будет. Так вот, моя рука – это рука, которая дает добро. Причем, скажу, энергию дает женская рука, правая, а мужская – левая. Дальше, когда мы гладим ребенка, вот, пойдем ко мне. Хорошо, что дети остались. Как мы это делаем? Мы говорим, ой, вы хорошенький, я не буду так гладить, я буду просто показывать. Как надо это делать? Ах ты моя умница. Разница есть? Что я делаю? Поднимаю энергетику. Да. И вот, кстати, девочка очень добрая. Очень добрая. И я хочу сказать, что она, во-первых, добрая, а еще отзывчивая. Итак, моя рука, которая дает мне возможность что делать? Ребенка в любом варианте поощрять. Просто за то, что он есть. Потому что иногда, я вот приведу пример. Еду я по Петербургу, вот недавно была конференция. Потом выхожу на остановке, жду на встрече, стоит молодая мама. И она, что-то ребенок плачет, что-то ему надо, но она не слушает, он плачет, а для того, чтобы, я не знаю, чтобы затих, что ли, она ее как стукнет, она еще сильнее начинает плакать. Она еще раз, а девочка, конечно, маленькая, я подхожу, говорю, извините, пожалуйста, вы, наверное, девочку где-то нашли, ну, прикидываюсь таким. Ладно, давайте ее вместе куда-нибудь отведем. Вы что, женщина? Совсем, что ли? Моя дочь. Я говорю, не может быть. Почему это не может? Моя. Я говорю, ну тогда сильнее стукните, чтобы она больше кричать не стала. Что, я совсем, что ли, дура? Я говорю, не совсем, наполовину. Я никогда не могу, когда вот беспомощный ребенок и солидный взрослый родитель делает так. Поэтому я ей показала 3 упражнения и говорю, делайте его хотя бы через силу. Почему через силу? Я и так могу. Вот этот маленький мастер-класс на остановке, он показывает, что родители умеют, понимают, но иногда забывают. Нет, не забывают. Нас нигде этому не учат. И поэтому сегодняшняя конференция – это способ поучиться, как на самом деле любить ребенка. Итак, мы помним упражнение «Моя рука». Второе у нас есть средство. Называется «Слово». Давайте вспомним, как мы начинаем утро. Как мне некоторые говорят, лучше не вспоминать. Особенно если просыпаюсь. Вот я очень хорошие слова услышала. Доброе утро. Конечно. Мы желаем друг другу доброго утра, чтобы день был добрый. И вдруг мне однажды один папа, мне нравятся мужчины, потому что они очень конкретно мыслят. Когда чего-то у них в мысль не входит, они говорят, что-то ерунда. Он и говорит, а зачем это, говорит, так делать-то? Вчера виделись, а сегодня доброе утро. Почему? Так это не столько «здравствуйте, я ваш тетя», сколько пожелания на утро. Подумаем, какие слова мы говорим. Вот какие больше мы говорим. Ну, конечно, когда приходят гости, мы говорим одни слова. Когда гости уходят, мы говорим другие. Но дети, наши учителя, они говорят то, что мы говорим, когда никого нет. И они говорят разное. И иногда нам неудобно, почему-то, когда мы сами это говорим, нам удобно. Когда дети наши слова говорят, мы видим, где он это услышал? Ну, конечно, вот прилетел марсианин, наговорил всего, улетел. Поэтому слово – это доброе слово. Научиться говорить. Ну,
могу сказать, 21 день вырабатывается положительная привычка. 21 день. У некоторых не вырабатывается 21. Вот захотелось с понедельника делать зарядку, 21 день через силу, на 22 опять не хочется. А у некоторых вырабатывается. А отрицательное слово за секунду. Поэтому, когда в детском саду я провожу занятия с маленькими детьми, и в школе со старшими, я говорю, вот особенно мне нравится маленькая, вообще дети честные. Я говорю, ребятки, если когда-то вы говорили плохое слово, давайте выплюнем его изо рта, чтобы оно не оставалось никогда. И мы с удовольствием начинаем выплевывать. Даже некоторые высовывают язык и начинают его чистить руками, чтобы очистить. Это замечательно. Вот у нас у русских сейчас пост начался. Это чистота и души, и мыслей, помыслов, слов. Когда я начала это же самое делать с воспитателями, я говорю, давайте попробуем. Мне говорят, ну что вы, Евгений вам, ну мы же воспитатели. И я знаю и воспитателей, и руководителей, да все мы знаем друг друга, правда? Так вот оказывается, я особенно это говорю подросткам, вот, работая с детьми, состоящими на учете, милиции, условно осужденными, я всегда говорю, ребята, как только вот ты открыл рот и впустил, это слово другое, оно оттуда не вылетит. Да ладно вам. Я говорю, ну давайте попробуем. Когда мы в лагере там 21 день, день и ночь с ними занимаемся, я говорю, как? Правда. А я говорю, я вот этих слов очень боюсь, никогда их не говорю, потому что оно зацепится за язык, и все. Вот даже не хочешь, в самый такой неподходящий момент, вот говорю, буду выступать на каком-нибудь конференции, бакс, у меня вылетит там. Поэтому лучше это не пробовать. Поэтому слово – это еще один способ, как на самом деле любить детей. И когда мы говорим, прекрати говорить, я все время думаю, а что дети не скажут, сам ты говоришь? Или прекрати курить, и пить тоже нельзя. А сами это делают. Говорят, ну вот я уж большой. Удивительно, но плохое прилипает молниеносно, молниеносно. Не за год, не за день, молниеносно, тут же. Приведу простой пример из практики собственной. Вот тут я вот честно скажу, у меня еще сын, когда маленький был, он вышел во двор, у нас окно во двор, и там дети залазили на деревья, кто-то не слазил, они кричали, козел такой. Вот это слово я прямо слышала, думаю, ужас какой-то. Ну и, соответственно, приходит, у меня сын служится, и все, у него слово уже на языке. Я думаю, что же делать? И такой способ пробовала. Ну, разные, когда вот отдельная там гостиная будет, там можно массу способов. Но я думаю, ладно. Первый будет агрессивный, когда я сказала, если я еще раз услышу, то, наверное, придется нам... Я не пугала его ничем, я сказала, ты знаешь, ты, наверное, рот попробуй заклеить скотчем, чтобы это слово у тебя не вылетало. Оно вылетает хорошо, сказал он. И дедушка у меня там в ванной что-то сидел, и он стучит и говорит, дед, открой. Я слышу из комнаты, он говорит, да нет. Ну открой, что ли. И он третий раз просит, дед не открывает, и, конечно, когда агрессия, ну, какое слово, оно подворачивает, он говорит, ах ты, каз! Я думаю, ну все, открывает дверь. Как он вывернулся? Он говорит, мам, я хожу по коридору и говорю, каз, 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 каз. Ну и нельзя же заклеивать скотчем. Не вылетело это слово, оно застряло. И вот когда я сейчас его уже взрослому вспоминаю, он говорит, это я даже не помню. Там были еще другие слова, которые вот тогда применяла прием, называется мнимое безразличие. Вот это очень хороший прием. Причем он помогает и в семейных отношениях папы, мамы, старшее поколение бабушки, дедушки. Мнимое безразличие – это когда вздохнул, выдохнул, улыбнулся и ничего как будто не услышал. Эти приемы иногда помогают, потому что мы сами знаем, что если нам на каждом шагу это нельзя, это не делай, а ты куда поставил, а ты чего взял, мы вот тут уже думаем, боже, куда бы выбежал. Поэтому, когда ребенок вдруг нечаянно принес домой слово, не торопитесь его ругать, если слово это нехорошее,
Потому что вы таким образом в коре больших полушарий застопориваете этот пункт, что нельзя. А мы знаем, что такое нельзя, очень хочется. Как только нельзя, очень хочется. Приведу простой пример. 14-15-летние дети, подростки, они уже состоят на учете, хотя ставят по-разному, поэтому я к этому отношусь спокойно. Ну, слово за слово у них всегда есть там разные нецензурные слова, и думаю, что есть хороший прием. Клин клином вышибается. И вот там приехала комиссия какая-то, смотреть, как мы работаем с детьми. И тогда я говорю: слушайте, ребят, давайте конкурс устроим. 3 мяча баскетбольных ведем до стенки, кто больше всяких слов нецензурных скажет. Уже мастера, вообще профессора, академики в этом. Они: о, давайте. Мне начальник говорит: слушайте, Евгения, приехали такие люди, а наши сейчас будут с мечами и по всему лагерю, и кричать, скажут: чему вы учите? Я ей говорю: еще не вечер, не переживайте, а сама думаю про себя. Психически нормальный человек при всех по заданию не будет это делать. И у меня была надежда, хотя я очень переживала. Что вы думаете? Все, судьи, как положено, ленточки перерезали, мечи стоят. Вот, и говорю: вот до стены и обратно. Вы представляете, все уже приготовились, вступили. Тут стоит один мальчик, причем из Октябрьского района, из благополучной семьи, даже из состоятельных был в нашем лагере. Он стоит вот так, забивает мяч. А я думаю: боже мой, ну господи, что бы ты... И вдруг он берет мяч, поймал его, говорит: я не буду участвовать, что я идиот, что ли? Все, он умный парень. Поэтому, когда мы любим детей, мы должны им доверять. Доверять. И мы понимаем, что бывают ситуации экстремальные, и мы не сообразим, а они сообразят. Поэтому, заканчиваю, наверное, чтобы не перебирать время. Итак, моя рука. Второе, мое слово. И третье, мой пример. А что я показываю своим примером? Что? Ну, например, когда мы думаем, что нас не видят, не слышат дети, удивительно, что они нас всегда видят и всегда слышат. Причем, как говорят, ну, даже когда я такой весь из себя хороший, его нет. Как только я по телефону кому-то что-то сказал, он уже все слышит. И набирает также свои игрушечные, и также все и говорит. Поэтому на самом деле любить детей – это проживать с ними жизнь. Проживать с ними свою жизнь. И чтобы стать лучше, а дети нам это помогают, и чтобы не опуститься вниз, дети нам это помогают. И чтобы мыслить и развиваться, дети нам это помогают. И чтобы учиться, дети нам в этом помогают. И когда говорят, особенно когда вот на собрании, но я думаю, вот в вашей школе такого нет, потому что она как похожа на дом. Такой вот дом хороший. Да. Вот хороший дом. Но когда я ходила на собрания, у меня дети в разных школах учились, все время родители в чем-то виноваты были. Плохо учится ученик, ну, ребенок, родители виноваты. На уроке разговаривает, родители виноваты. Семейные отношения, они дают базу, но семья без школы, в данном случае без образовательного учреждения или без дошкольного учреждения, это, конечно, два разрозненных объекта. Поэтому я всегда выступала на собрании в роли родителей, поднимала руку и говорила: уважаемый педагог, если ребенок не мой, мне если говорит, да не ваш разговаривает, я говорю: так вот не мой, другой, разговаривает именно на вашем уроке, то сделайте так, проведите так урок, чтобы он не разговаривал на посторонние темы, а вообще разговаривать-то можно. И когда вы ставите двойку и пишете «плохо вел себя на уроке», вы красными чернилами расписываетесь в собственном бессилии. Давайте я проведу у вас урок, и вот буду считать делом своей чести сделать так, чтобы меня все слушали. Если не тяну, значит, буду думать. Если мне все равно не тяну, значит, буду менять коньки на санки и менять свой день. Поэтому, конечно, наши дети самые хорошие. И не стесняйтесь об этом думать, говорить и защищать. Кроме нас, их защитить пока некому. Они еще сами не очень сильны. Поэтому вот найти хорошее, научить хорошему – это наша задача. Ну и
Сейчас мы попробуем с вами сделать выводы, которые, наверное, у каждого в голове возникли. Потому что одно дело я говорю, как я мыслю, а коли у нас конференция, давайте попробуем ответить на вопрос в форме незаконченного предложения. Мой ребенок чаще всего. Пожалуйста. Еще одно предложение. Я понимаю, что воспитывая ребенка, я продолжу это предложение. Я понимаю, что воспитывая ребенка, я делаю ошибки. Учусь у него. Так. Делаю ошибки. Вот делая ошибки, это шикарно. Это вариант логического мужского мышления. А вот давайте попробуем честно сказать себе, какие ошибки мы часто делаем. Сегодня уже второе выступление, и мысль начала работать. Какие, вы считаете, мы делаем ошибки, когда хотим показать, как мы любим детей? Мы часто в детях видим, что хотим видеть, а не такими, какие они есть на самом деле. То есть мы создаем образ реально. А что лучше, реальный или виртуальный образ? Конечно, реально, но если ты имеешь в виду виртуальный какой-то положительный, то ты должна добиться этого какими-то положительными Так, ситуациями. мысли хорошие, слово добиться тяжелое. Так, чем будете добиваться? Ну, в принципе, Конечно, лаской. добиваться лаской. Хорошо. Пожалуйста. Мы хотим видеть, наверное, то, что не воплотили в себе. То есть мы часто пробуем, чтобы он попробовал то, что я не сделал. Да. Правильно? Наши не сбывшиеся мечты. Да. Вкусно. Есть такие среди нас. И вот мы любим и лелеем, и пытаемся. Конечно. Поэтому вам будет приз 2. Более того, мы еще и продукты этого. Конечно, конечно. Вот видите, мы сами себе можем на многие вопросы ответить. А скажите, мы часто об этом задумываемся. Сели мы на кухне и начинаем со второй половины размышлять, что мы делаем так, что мы делаем не так, или мы это редко делаем. Поднимите руку, кто это делает часто. Смотрите, так, 3-4 человека. Ну, все размышления происходят, по крайней мере, в нашей После семье, ошибок. во время подготовки к молитве. Когда это время ты успокаиваешься, отходишь от каких-то реальных бытовых дел, и уже вот в это время думаешь, а что я сделал, а что я буду делать. То есть у нас это в семье происходит именно так. За столом это телевизор, это еда, это разговоры о бытовом. Понятно. Итак, вот ваш вариант, модель ваша понятна. Когда мы начинаем готовиться к молитве, что мы говорим, да мы все время заняты. А вот если мы подумаем, чем мы заняты, то это пустота. Вот мыльный пузырь. Так вот, главное занятие. Мне понравилось однажды, всего один раз, я слышала по телевизору передачу, и там говорили, какое ваше хобби, и там все говорили, это хобби, я и марки собираю, я и путешествую, я и туризмом занимаюсь и так далее. Один только папа говорит, у меня хобби воспитывать своего сына и быть родителем. Вы представляете, я думаю, что это действительно дело жизни, потому что действительно вложить-то надо много. Пробовать надо. И поэтому, если у вас, наверное, в школе уже такая школа родительская есть, потому что легко призывать. Это мы не так делаем, давайте так делать, а вот так. Да это, наверное, все мы знаем. А вот попробовать, а как же нужно. Вот 8 марта мы учили маленьких детей в детском саду. Не только нарисовать что-то для родителей, а еще маме правильно вручить. Так оказывается, говорить наши дети хорошие слова не умеют. И в заключение скажу, простой такой был анекдот. Объявили конкурс пап. Первый конкурс. Нужно было среди детей, пап именно, большая масса детей найти своего. Ну, это вроде в виде анекдота, конечно, иногда бывает так. И вот один молодой человек бежал, схватил, ну, торопился, наверное, схватил ребенка, а мама ему кричит, наш же мальчик. Ну, он тащил. Второй конкурс назывался 3Т. Тапочки, так, ставить телевизор. Нужно было
выключить телевизор, дойти до дивана и уснуть. Победил тот, который не дошел до дивана и уснул. И третий конкурс. Папе нужно было сказать маме ласковые слова. На условии, без рук. Ни одного не было победителя. Поэтому, когда мы не говорим, думаем, ну так вроде все ясно. Нет, не все. И не стесняться говорить ребенку, потому что и показывать пример, как можно сказать хорошие слова. Говорим. Подвожу итог. Как на самом деле любить детей? Первое. Это использовать свой арсенал. Да. Не подстукать, а погладить. Гладить. Второе. Наша речь. Слово, которое я говорю, как я начинаю день, как я его заканчиваю. И третий пример, который мы покажем. Пример, да, от чего-то нужно отказаться, да, где-то нужно себя затормозить. Тогда вы будете идеальным примером для своих родителей. И последнее, когда я выставила вот этих девочек, я понимала, они еще маленькие для моего показа. Вот если бы были эти дети где-то 6 класс, то идеально было бы, если бы они получили конфетку, они побежали бы и отдали ее вам. Я думаю, что это дело будущее. Спасибо за внимание.